Навигация на линии идет малыми темпами. Мелководье в верхнем течении реки не позволяет судам двигаться с полной нагрузкой. Однако компания «Алросалена» планирует выполнить весь план. С подробностями Сергей Евсюков. Ситуация на реке, говорит Алексей Лисеев, чем-то напоминает 13-й год. На пути движения судов в районе Усть-Кута вновь серьезные препятствия, лимитирующие перекаты, которые значительно задерживают рейд. Движение достаточно интенсивное, приходится по несколько часов судам, идущим вверх, стоять, осуществляя пропуск груженных судов. Плюс к этому низкий уровень воды создает определенные угрозы судоходству. Известны случаи, когда плавсредствам приходилось затрачивать время не только на вынужденные стоянки. Теплоход с баржей, приставкой останавливается в местах пропуска, и порывом ветра его выдувает, будем так говорить, на береговую линию. Такие бывают случаи. Сложные условия судоходства, естественно, отражаются и на планах. Даже несмотря на чуть более высокие глубины, чем в 2013 году, судам все равно приходится идти с 30-40% загрузкой. Лимитирующие перекаты на верхнем участке реки Лена с глубиной 1,50 м, что не позволяет флоту грузиться даже на половину его грузоподъемности. Что касается сухогруза, то его осталось довести около 30 тысяч тонн. Поэтому судоходная компания настороже и, можно сказать, работает прямо с колес. График подачи судов сформирован таким образом, чтобы непрерывно присутствовало порожнее суда для отгрузки. А вот на уровень воды до выпадения осадков речники, естественно, повлиять никак не могут. Но обещают, что к концу навигации даже в таких условиях все равно постараются выполнить